пребывания в Цхинвале мы встречались с очень многими людьми. И, вы знаете, всегда поражало вот радушие, теплота, с которой нас всегда встречали. Вы знаете, к гостям из Северной Осетии, вообще к гостям, но вот особенно из Северной Осетии, здесь относятся как к каким-то, спасителям, что ли. Вот. Хотя, может быть, мы и не заслуживаем так в полной мере такого. Вот. Сегодня мы в семье Ботаза Сланова. Это наш старый знакомый. Ботаз, мы не виделись, по-моему, 2 месяца. Да. Скажите, как вы прожили эти 2 месяца? Что сейчас вы... Как у вас дела? Что вам сказать, дорогой Олег? Мы благодарны вам всем за вашу заботу из Северной Осетии. Просто мы вообще вас даже не видели. Такой кошмарный день. Такие вот истязания со стороны экстремистов Грузии. Мы очень и очень благодарны вам всем, корреспондентам, жителям Северной Осетии, за то хорошее, за то прекрасное отношение. Что мы видели? Мы видели очень трагичные дни. Мы не спали. Вот внучка моя все время вздрагивает, когда идет стрельба. Это невыносимо. Мы благодарны всем, потому что мы сейчас чувствуем, что мы не одиноки, что вы помогли нам, не только вы, но и вся общественность Северной Осетии, и также со стороны центра Союза СССР. Ботаз, Южная Осетия все время живет надеждами. Надеждами, которые, к сожалению, с таким же постоянством не сбываются. Скажите, на что вы сегодня надеетесь? Чего вы ждете вот сейчас? Ждем указа президента, чтобы это осуществилось, и чтобы у нас в Южной Осетии ввели чрезвычайное положение, чтобы не было больше жертв, насилия, крови, это кровопролитие, чего мы не хотим в дальнейшем. Даже врагу мы не хотим, врагу. Мы спокойные люди, мы жили спокойно в своей маленькой Южной Осетии. И вот, видите, плачут дети, плачут мужчины. Я сам дедушка, я плачу все в слезах. Ботаз, представьте, вот, пожалуйста, Геннадия, вашего соседа. Это мой сосед, Тибилов Геннадий. Он хороший семьянин. Я его позвал, потому что всегда мы разделяем свое горе вместе. У него тоже отец погиб во время Отечественной войны. Мать осталась в селе. Нельзя никак ему въехать туда, чтобы повидаться с ней. Геннадий, вот вы не ощущаете, как вот это общее горе сплотило людей, в частности, ваших соседей этого дома? Вот это горе, что произошло в Южной Осетии, это трагедия, которая узнал весь мир. И каждый здравомыслящий человек в Южной Осетии это все понял. Мы никого не притесняли, и на кого не наступали. Они сами начали наступать на нас. Мы просто были вынуждены, чтобы защитить своих детей. Нам другого выхода больше не было. И я скажу, что еще одно. Большое спасибо великому русскому народу, который оказал эту помощь. И просто благодарим их вместе с Северной Осетией и теми народами, с абхазцами, которые нас просто поддержали, оказывали любую помощь, чем они только могли. У нас не было никакой оружия, никакого оружия у нас не было. Только грузины вот только говорят, что они вооружены, они заводят оружие с Северной Осетии, с Абхазии. Что только они не клеветали на нас. Каждый день в газетах, по телевидению грузинскому. Я никогда не включаю телевизор, потому что это невозможно слушать. Просто душа раздирается все, потому что это неправда, это нечестно, это нечеловечно. Просто вот люди просто встали плечу к плечу, другого выхода не было нам. И что они сделали? Они полный погром сделали бедные осетинские селения
сожгли, дотла сожгли. То, что в этих квартирах находилось, все разграблено. Даже татаро-монгольское нашествие, такого не было, не сделал такое нашествие, что они сделали вот только сейчас на Южной Осетии. Вот что я могу сказать. Большое вам спасибо. И тот этот, я просто благодарен нашему вот государству, который вот, ну, оказал нам вот это, что вот, помощь, Материальную помощь. материальную помощь. У нас не было почти 2 месяца, да, света не было, воды не было, отопления не было, без молока просто, без пищи, без продуктов, абсолютно ничего не было. Вы верите, что Южная Осетия сохранится, что останется автономной областью Юго-Остинской? Хочется верить. Очень хочется. Скажите, как вот вы, мужчины, ну, какие у вас были возможности для того, чтобы выполнять свой долг по, ну, в конце концов, по защите вот этой девочки? У нас организовано дежурство в корпусе. Вот Светин, мой сосед Геннадий. Мы дежурим по 3 с оружием. Мы сами раздобыли их. У кого охотное ружье, у кого ракетница, у кого карабин. Вот, мы защищаемся. Мы не идем на войну ни с кем, мы ни с кем не хотим воевать. Просто защищаем мы детей своих, жен своих, дочерей, старух, отцов и больше ничего. Мы никого не хотим обидеть, просто чтобы на нас никто не напал, и мы защищаем себя. Свою Осетию, свою родную Осетию. Вот сейчас весна. И сейчас так уже нечего, нет уже, нечего кушать. Народу работать надо. Вот в поле поработать. Все дороги перекрыты. Горожан некуда выехать. Сели сожжены уже все. Что нам делать? Экстремисты, неформалы. Никаких экстремистов, просто название, это головорезы. Никаких экстремистов там, это головорез. В полном смысле этого слова это головорезы. Ну. Как можно пойти, вот, везешь на скорую помощь больного, да, и пойти прямо в этой же машине пристрелить, слушай, ну. Как можно оголить человека, да, и посадить в холодную воду, чтобы она замерзла? Значит, вот дети, маленького ребенка посадить в холодную воду. Сейчас такое время, что люди, вот видите, все раз сожгли. Людей убили, людей сожгли. Вот в своих же этих домах. Что они просят, никогда не просят. Я замначальник части города Цхинвали, Южной Осетии. В какой части? Пожарной части города Цхинвали. Я как специалист, мне просто смотреть, и иногда глаза закрываю, как будто нахожусь во сне. 15 лет работал я в Иркутске, пожарной охраны. Там и кончил я пожарное училище. И видел я пожары много. И всякие разные. Но здесь в течение 3 месяца почти 80% принимал участие сам. И вот сейчас видите здесь сами, своими глазами, что горит. И что при моем попадании, напротив которой стоят грузинские неформали с гранатомета, и именно загорался от гранатомета, то есть от пули. И вот ребята мои, подчиненные и старшие, подряд через день, и то приходится почти 3-4 дня подряд работают на пожаре. То, что менять невозможно, потому что ребята основные остались в пределах области. Дороги были закрыты и остались в домах. И приходится, которые здесь остались, даже составили одну смену, офицерский состав, собрали здесь. И просто невозможно, не в силах уже ребята, наша маленькая нация, уже во всем мире уже знают. Если не знали, даже уже знают. Что было, ну, чтобы такого больше не было, больше ничего не хочу. Тушить мы будем мирным путем, но такого я еще не знаю. Где мы находимся? На фронте. Если люди знают, когда на фронте, знают, там эта сторона, другая сторона, знают, с кем воевать. Тогда знали бы, что вот
оружие в руках, здесь стреляют. Так что хочу, чтобы помогли центр, посмотрели всю нашу беду. Ну, невозможно. Блокада в Ленинграде продолжался сколько? Неужели столько и будет у нас эта блокада продолжаться? Скажите, вот вчера, когда ребята тушили пожар, какова была степень риска? Вчера, когда сообщение к нам пришлось, уже когда въехали, видно было, что там действительно горит, есть там большой пожар. Ребята уже знали, они всегда идут на риск. Ребята пришли, у нас противогаза нету. И все ребята рисковали. Взяли тряпки, все, что могли, чтобы закрывать дыхание, чтобы они, ну вообще, некоторые, 3 человека попало в больницу вчера, вот с этой пожара. Да, риск был вообще, они не думали уже, потому что уже привыкли. Привыкли уже ребята, потому что это не первый пожар. Было случай, что мы попали вообще, когда эти неформали были здесь. И обстреливали вообще, наши пожарные машины, даже покажем, они обстреливали нас, и все равно ребята работали. Они не думали о другом. Наше дело тушить грузинский дом или осетинский, хоть бы что ни было. Наше дело тушить пожар, где бы ни было. Хочется пару слов сказать по поводу гражданской обороны. Вот он действительно сказал, ребята вчера рисковали. Тут не просто пожар, тут горит химический объект, выделяются ядовитые вещества. И вот только сегодня все это раскрутилось, и слава богу, что вот я сам работаю инженером ПГО на мясокомбинате, и у нас есть специальные химические противогазы, у нас объект химический. И вот хочется сказать 2 слова, чтобы услышали в Союзе, что ГО это не просто чепуха, это нужная вещь. Без этих противогазов сегодня многие не зашли бы внутрь, и были бы новые жертвы, никому не нужны. Наши ребята, личный состав пожарной части, выполняют интернациональный долг. Они день и ночь работают, они не разбирают, там грузинский, дом горит грузина или осетина, или русского, или армяна, нам безразлично. Мы выходим на вызов сразу. Но одно нас интересует, вот уже 2-й год наш личный состав не получает ни обмундирования, ни ничего абсолютно. И тем более уже 3-й месяц мы зарплату не получаем. А так ночь работаем в этой несчастной войне. Гранатомет, да, гранатомет. Прямо где-то стреляют. Вот, пожалуйста, с места происшествия было изъято еще гранатомет. Огромную работу по ликвидации последствий пожара, по ликвидации вообще пожара проделали вот эти ребята. Вот и командир их здесь, товарищ лейтенант, представьте, пожалуйста. Жабелев Олег Юрьевич. Скажите, чем вы занимались сегодня? Вот сегодня непосредственно занимались пробитием этих стен, чтобы можно было подступы подъехать, всю эту массу горячую опять сюда вывести, все разложить, и только потом, когда будет меньше слой, уже потушить. Вот самый трудный участок, когда вот непосредственно ребята вот пробивали, вот, досталось ее. Очень тяжелая, трудоемкая работа. Вот, посмотрите, там, видите, все. Ребята, вообще давайте познакомимся. Младший сержант Юст с Латвии. Рядовой Мухлисов, Казахстан. Ребята, что вы сегодня вам удалось сделать? Я не знаю, что нам удалось, но потушить пожар мы что-то помогли. Сколько вы уже служите? Ну, сейчас осенью домой поеду уже. Вы все 2 года здесь провели, в Южной Осетии? Так точно. Да, с детства. Да. Скажите, ну вы, наверное, в общем-то, уже стали разбираться, что к чему. Вообще, что вы думаете о том, что происходит здесь? Ничего хорошего здесь не происходит. А кто виноват в этом, в том, что происходит? Грузины. Товарищ лейтенант, вот такой же вопрос я вам хочу задать. Что вы думаете о том, что происходит здесь? Ну,
здесь происходит. Но здесь, сами видите, что прекрасно видите, что здесь происходит. Я знаю одно, что так продолжаться не должно. Все это надо урегулировать мирным путем. Кровопролития здесь быть не должно практически, абсолютно. Поэтому я вот так считаю. Вот я хочу еще так вот телевидением пользоваться. Пожалуйста, передайте привет моим родным, которые остались далеко в Туле. Хорошо, что у меня все спокойно, я жив, здоров. Откуда вы? А я вообще-то с Тулы. Служил до этого в Москве, в дивизии Вездержинска. А сколько времени здесь? Вот здесь вот только недавно мы приехали. Вообще я уже был в Баку, в Степанакерте, это моя 3-я командировка. Горячие точки. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо, ребят. В наборном цехе, в линотипном цехе типографии областной Хинвали. Это Анна Ильинична Кабисова, директор типографии. И Диви Хуриев, заместитель главного редактора газеты «Рестон». Анна Ильинична, скажите, в каких условиях вам сегодня приходится работать? Вот в эти месяцы трудные. Вообще в очень тяжелых условиях мы работали. Во-первых, очень частые отключения электроэнергии. Нет воды, потому что по технологическим процессам нам необходима вода. Очень частые отключения воды. Ну и сама ситуация, естественно, влияет и на настроение рабочих, и на настроение коллектива. Поэтому, конечно, в очень тяжелых условиях мы работаем. До блокады мы успели просто завести материал и работаем этим материалом. Потом не на всю мощность работает типография, все было переключено на выпуск газет. Естественно, поэтому нет перебоев с этими материалами пока в настоящее время. Но если мы заработаем на полную мощность, то, естественно, будет уже нехватка материалов. А скажите, какие издания сегодня издаются в вашей типографии? Вас интересует и книжная продукция или только газеты? Вот в эти месяцы, значит, мы в основном работаем по выпуску газет «Советская Осетия», «Советон» и «Рестон» и по выпуску книг нашего издательства. Это учебники, учебные пособия. Стараемся все-таки как работать, чтобы наверстать упущенное. Диви, скажите, у вас журналистов хватает сейчас? Журналистов-то хватает сейчас, но вот Анна лично то, что сказала, условия работы нам не хватает. Мы работали почти что в полную блокаду. Отсутствие электроэнергии, всяких связей с других сторон. Полную блокаду находились и в таких условиях работали. И с трудом мы выпускали газету тоже, с перебоями потом мы выпускали. Отсутствие тепла, там электричество, все это сказывается на работников. Скажите, какие главные темы сегодня в работе ваших журналистов? Главные темы сегодня мы стараемся осветить все события, которые происходят в нашей области, чтобы народ знал правду, Что вы думаете о ваших коллегах из Тбилиси, которые тоже выпускают газеты? Наши коллеги, к великому сожалению, очень часто искажают информацию. Информацию о наших делах, о жизни нашей автономной области. И это возмущает всех нас, которые проживают на территории Южной Осетии. Скажите, когда выйдет очередной номер газеты? Очередной номер должна выйти завтра. Чему он будет посвящен? Какие будут главные материалы завтра? К великому сожалению, мы находимся в полной блокаде. У нас же не работает телетайп, никаких связей с внешним миром почти что не имеем, и потому нам трудно издавать и освещать не только жизнь нашей области, но и республики и Советского Союза. Ну что ж, спасибо вам за ваш труд. Спасибо. Стараемся.